В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хациев. Сегодня у нас в гостях Исмаил Денельханов, председатель Общественной палаты Чеченской Республики. Исмаил, маршал. Сегодня наболевшая тема во всем мире – это Палестина. И как человек, который знает, что такое Восток, и вы изучали этот вопрос касаемо арабских стран, и много где побывали, как считаете, почему эта ситуация так глобально разошлась, и чего стоит ожидать от остальных арабских стран, которые окружают сам Израиль? Ну, давайте перейдем уже к первому вопросу, почему это глобальный вопрос. Глобальный вопрос, потому что это продолжение той истории, которая началась на Украине во время специальной военной операции. Нужно четко и ясно понимать, что Израиль – это форпост Запада на Ближнем Востоке. То есть это искусственно созданное государство, далекое 1948-49 года, для того, чтобы постоянно контролировать этот регион. Соответственно, то, что сегодня происходит, и если даже смотреть историю, как вообще происходили конфликты, то есть посмотреть арабо-израильский конфликт изначально 1948 года, когда все это началась, эта история создания государства и заселения палестинских земель поселенцами, так называемыми, мы видим, что каждый раз, когда был необходим тот или иной необходимое действие со стороны, скажем так, стран региона, включался Израиль. Он нападал на Газу, на Палестину, и, соответственно, после этого происходили какие-то процессы. Это первый ответ. Второй ответ, почему арабские страны что они будут делать. Соответственно, мы видим, что Израиль – это единственное ближневосточное государство, ну, не учитывая Пакистан, имеющее ядерное оружие. То есть здесь более 200 зарядов ядерного оружия. Соответственно, мы в последнее время очень часто слышим некую концепцию о Третьей мировой войне, ядерной войне. Что Израиль ударит. Да. Соответственно, если в случае жизненной опасности Израиль непременно нажмет на эту кнопку. То есть я в этом убежден. Соответственно, многие страны пытаются не вовлекаться в процесс, потому что это может вызвать такой глобальный процесс, который мог быть последствиями, но серьезными последствиями для всего мира. Соответственно, страны, они просто выжидают с одной стороны, с другой стороны, наверняка проходят какие-то переговоры за кадром, которые мы не видим. Соответственно, многие страны приводят боевую готовность свою армию, то есть свою экономику и так далее, потому что сегодня экономика многих стран, они взаимосвязаны. С другой стороны, мы все помним историю, когда Саудовская Аравия и Израиль начали процедуру примирения, то есть хотели встретиться, подписать соглашение. Мы видим, что многие, вот тот же Египет, уже давно подписал соглашение с Израилем. Мы видели такие некие шаги со стороны Арабских Эмиратов. То есть процесс на Ближнем Востоке к миру он шел. Но однако в этот процесс вмешались силы, которые мы называем сегодня либеральными силами. То есть это тот либеральный Запад, который сегодня ведет ту омерзительную войну с консервативным Востоком. Вам не кажется, что действие Израиля является некой провокацией для остальных арабских стран, чтобы их вовлечь в вот эту большую кровавую месиво? Ну, все страны, в принципе, принимают участие в той или большой или малой части, но сказать, что это провокация Израиля, однозначно, наверное, нельзя. Но если сказать, что провокация, как мы помним слова Байдена, что это была другая команда, соответственно, за этой фразой очень интересно скрывается очень огромное количество информации, которую мы не знаем. А какая другая команда? Потому что мы знаем, что Байден болеет деминицией, и, соответственно, он иногда выдает то, что не нужно выдавать публике. И, соответственно, мне кажется, что к этому тоже нужно прислушиваться и посмотреть, что же это за команда. И какова вероятность, что в этой ситуации арабские страны объединятся? Какой-то союз, альянс? Ну, мы знаем, что были процессы, в том числе при Муаммаре Каддафи, когда он пытался создать арабский халифат, союз, совет, как по-разному можно называть. Но сегодня противоречия между этими странами огромные. То есть шиитский Иран, суннитская Саудовская Аравия во главе, здесь с этой стороны северноафриканские страны, то есть страны Магриба. То есть сказать, что в принципе многие страны до сих пор, хотя они официально ушли от протектората Франции и Великобритании, но на самом деле это не так.
соответственно, многих стран экономики завязаны с теми и с другими странами Европы. Соответственно, они всегда будут, то есть сегодня в глобальном мире всегда побеждает экономика. Потому что в борьбе, если сказать простыми словами, в борьбе между холодильником и телевизором побеждает всегда холодильник. Вы как автор книги «Муаммар Каддафи. Исламская джамахирия» изучали вопрос революции в Ливии. И возможно ли в истории Муаммара Каддафи, что был некий след, это преднамеренные действия, которые были совершены для того, чтобы тот сегодняшний Израиль, который делает все, что угодно, прямо говоря, геноцид палестинцев в Газе, к тому, чтобы та же Ливия не заступилась, ослабили ее заранее, также и Афганистан, также и Ирак, и другие государства. Об этом сейчас многие говорят. Ну, безусловно, если мы знаем, что на Ближнем Востоке были несколько стран, в том числе Ирак и Ливия, которые являлись доминирующим в регионе. Сказать, что многие страны сегодня ослаблены, опять же, Иран, растущее влияние Ирана в регионе, она велика. То же самое можно сказать про Саудовскую Аравию, то же самое можно сказать про Йемен, у которого уже есть ракеты, которые могут доставить там бомбы за 2000 километров. Тоже вызывает большую обеспокоенность у Белого дома. То есть сказать, что сейчас очень у арабских стран слабые позиции, это, как бы, я думаю, что неправильная версия. Многие страны, они готовы, они способны принимать участие в боевых действиях, но другой вопрос, почему не принимают. То есть вы считаете, что арабские страны не вступают, то есть не заступаются за Палестину, потому что, возможно, может это повлечь за собой ядерной войной? Совершенно верно. То есть, возможно, сценарий Третьей мировой войны, она, в принципе, мы понимаем, что на территории Восточной Европы, в принципе, Европы, этот сценарий был невозможным по случаю того, что англосаксонский мир, он все-таки увяз у себя дома. И задача, мы помним, была, с одной стороны, помните, была ситуация в Казахстане, когда была акция, то есть люди вышли, то есть предпосылкой революции. Потом следующий сценарий был в Африке, опять же, не получилось, то есть у Запада. Потом был Карабах, опять мирное соглашение. И сейчас все это потихоньку перекинулось на Израиль, на Ближний Восток. Нужно четко понимать, что Израиль — это тоже всего лишь инструмент неких сил, которые используются. Да, сегодня евреи тоже страдают, об этом можно говорить, они сами говорят об этом. Потому что они, огромное количество населения евреев, сегодня они заложники той власти Нетаньяху. То есть это четко нужно понимать. То есть, да, есть силы, которые готовы, там, идут, совершают геноцид, но мы видим, что в мире есть определенная часть евреев, которые против создания еврейского государства. Они говорят, что нам это не нужно, мы не должны этого делать по религиозным соглашениям. То есть у них в религии запрещается создавать государство. То есть это та же часть, это тоже силы, которые, я думаю, что они должны считаться. Ввиду с последними событиями в мире мы часто слышим слово «сионизм». Вот. Что оно из себя представляет? Но сионизм — это некая идеология, при которой они остальных людей считают вторым сортом, людьми второго сорта. То есть они есть, существуют? Конечно, существуют. Сионисты существуют. Нетаньяху тоже один из них. Совершенно верно. Байден тоже один из них. Байден тоже. Почему? Потому что сионизм подразумевает или разрешает делать все, чтобы Они от того ли и происходят сегодняшние ужасные убийства ни в чем не повинного палестинского народа в Газе? То, что происходит в Палестине, это, безусловно, геноцид. То есть мы это наблюдаем очень долгое время. А что будет дальше? Ну, мы видим, что есть определенная картинка, образ, который нам подсовывает. Другой вопрос, насколько мы в это верим и насколько все это возможно. Я имею в виду касательно всей информационной пропаганды с всех сторон. Потому что если говорить, кто начал, то есть очень часто возникает вопрос, то есть даже в социальных сетях иногда задают вопрос, когда я публикую там погибшее фото ребенка палестинца, мне говорят, а почему вы не пишете, что Хамас напал? Я говорю, хорошо, тогда отмотайте до 1918 года или там еще раньше. Давайте оттуда отматывать и говорить, кто напал на кого-то. Ну, как бы получается, что не Хамас напал. С другой стороны, что собой подразумевает Хамас? Вот именно, вот вопрос. Хамас — это... Очень многие путают, что Хамас — это какая-то там группировка разрозненных каких-то сил,
каких-то там повстанцев и так далее. Нужно четко и ясно понимать, что Хамас — это политическая организация, которая баллотируется парламентом, у которого есть депутаты, у которого есть представительство. То есть это определенная сила, которая ведет с собой, в данном случае, сектор Газа. С другой стороны, в многих странах Хамас не признан террористической организацией. Соответственно, да, я понимаю, что есть определенные нормы, у каждого государства свои нормы признания определенных сил террористическими организациями, но нужно понимать, что ребенок, который только что родился, он не родился с идеологией Хамас или идеологией там, другой идеологии противозначной. Имеет ли Хамас достаточно сильное влияние над народом? Хамас в регионе играет, как и Хезболла, очень серьезную роль. То есть это нужно четко понимать. Мы помним, что в том же Ираке была партия Баас, в Сирии партия Баас, которая очень долго правила, очень долго вела народ к каким-то целям. Но вот такую же роль сегодня играет и Хамас. Нужно понимать, что у них есть разрозненная сеть, то есть в разных регионах Ближнего Востока. И они, вы, наверное, помните, что в социальных сетях, часто там возникает, что убили еще одного там руководителя политбюро Хамас. То есть, когда есть политбюро, вы понимаете, что это политическая организация. Есть мысль о том, что Хамас в какой-то мере этой организацией управляет тот же Запад, и что нападение, которое было совершено на Израиль, оно было не случайным. Вот тут вот как раз-таки можно говорить об большой провокации, искусственной провокации. Нужно, скорее всего, отнести, как все это было подано. Давайте рассматривать Израиль в данном случае как высокотехнологическое государство, которое очень гордилось своей системами безопасности. Мы помним, что Нетаньяху, в принципе, называется мистером безопасности, то есть у него кличка такая. Но в данном случае вся эта безопасность, куда она делась, почему железный купол не работал, почему были отключены все камеры, где находились военнослужащие, которые должны были охранять. Более того, мы знаем, есть специальная служба, отдельная служба, которая занимается охраной границ, которые должны круглосуточно вести наблюдение. То есть это не наблюдение, когда человек сидит где-то в башне, а у него там находятся камеры, которые можно... Он находится прямо на передовой, он как из окна, там, например, здесь можно видеть центр города Грозного, видеть, где находится эта стена между Газой и Израилем. И он должен каждое там определенное время передавать центру, что там все нормально. Почему в течение там многих часов никто ничего не передавал? Опять же вопросы кому? Большой вопрос. Да, опять же вопросы, конечно, Службы безопасности администрации, Израиля. разведки Израиля. Почему они все это пропустили? Для чего, для кого и кто? Ну и, наверное, нельзя не спросить, какая должна быть правильная реакция на то, что сегодня происходит. Мы все знаем, что в нашей республике по данной ситуации высказался и глава Чеченской республики Рамзан Ахмадович Кадыров. Мы знаем, что у нас в республике каждый вечер проводят тахаджуд-намазы в поддержку палестинского народа. И что мы еще можем сделать для этого? Давайте вернемся к правильному отношению. Мы народ, регион, который очень сильно пострадали от международного терроризма, пострадали от бесправия, от того, что происходило здесь с нами. И я всецело поддерживаю реакцию высказанной главы Чеченской республики. Мы все должны находиться в правовом поле. То есть это самая первая реакция, которую мы должны делать. Это оставаться в правовом поле Российской Федерации. То есть, соответственно, почему? Потому что здесь, когда понятно, что убивают наши братья-мусульман, мы видим, что происходит, что убивают детей, женщин, стариков, бомбят. То есть все это мы видели, мы через это прошли. Но нельзя поддаваться эмоциям. То есть, соответственно, я думаю, что на это тоже нацелен определенный контингент людей, чтобы взорвать ситуацию изнутри, в том числе и в России, потому что здесь проживает огромное количество мусульман. То есть первая реакция — это, конечно, оставаться в правовом поле. Следующий вопрос, будучи верующим, нам в этом случае легко, потому что наши богословы нам сказали, что нам делать. То есть молитва, дуа, все это, конечно, очень все красиво, прекрасно, мы это делаем, совершаем. С другой стороны, конечно, есть и гуманитарные миссии, мы знаем, что уже Россия отправила. То есть, соответственно, есть определенные правила, при которых мы можем, как нация, народ, сохраниться. Почему? Потому что, вовлекаясь в очередную войну или очередной там конфликт, мы потеряем цвет нации.
Ну, понятное дело, что много там, молодежи, там есть высказывания, мы хотим поехать в Палестину, завоевать Иерусалим. Но эту историю мы уже проходили. Мы помним, что более 25 лет назад у нас была такая же идеология, которые хотели поехать, захватить Иерусалим. И как это все закончилось, мы помним. Поэтому мой ответ здесь очень прост. Оставаться в правовом поле того государства, которое находится. Потому что более сильные, скажем так, государства, те, которые находятся рядом сегодня, они намного способнее помочь в данной ситуации. Ну, а наша задача, конечно, это быть более менее эмоциональным к этому вопросу. Ну, невозможно, к сожалению. К сожалению, это невозможно, да, это нас переполняет чувства, но, с другой стороны, это опять же вопрос нам всем проснуться и понять, где кто враг, а кто друг. Хотелось бы прокомментировать, Исмал, реакцию мировых звезд кино, спорта и так далее. Есть некоторые футболисты в Европе, которые уже высказались, но почему-то Голливуд, который постоянно, чуть что происходит в мире, так сразу прибегает к тому, что взывает к миру и так далее, к состраданию. Сегодня они все молчат. Что случилось? Ну, я думаю, что продолжение этой же истории, они же как бы играют на другую команду. Даже простые люди, они выходят, там, клеют на машину флаги Палестины. Тот же Джейсон Стэттем, который повесил на свою машину флаги и поехал. Точно, тот же там футболист Рональдо, который открыто там сказал, что он против всего этого. Мы видим демонстрации, митинги. То есть это реакции адекватных, нормальных людей. Конечно, западная часть политики, западные СМИ, они сегодня подвержены манипуляции. То есть они подвержены, то есть у них есть четкий заказчик. И, конечно, они показывают. И когда мы постим фотографии в социальных сетях, появляются их же агенты, которые говорят, что нам этого делать не надо. Зачем? Мы этим ничем не поможем. Наоборот, чем больше мы постим, мы помним ситуацию. Просто хочу привести пример, два примера, скорее всего. Один пример приводил наш замечательный адвокат Мурад Мусаев, когда он был в Саудовской Аравии. И у него таксист спросил, откуда, он сказал, что он в Чечне. И таксист сказал, что он не знает, где это находится, но когда у вас была война, мы делали за вас дуа. Второй момент из моей личной жизни, это в 2010 году я был в Сирии, и был в монастыре Мар-Муса. Это христианский монастырь, построен в 1051 году. И главный вот у них отец Пауло, его звали, итальянец, и он спросил, откуда я. Я когда сказал, что я из Чечни, он сказал, что он и весь монастырь за нас молился, когда у нас был конфликт. Это 2010 год. И это было настолько для меня странно на тот момент, что христианский мир делает дуа за мусульман из Чечни. То есть, соответственно, мы видим... Ну, таков он и должен быть мир. Опять же, добавляем в том, что сегодня происходит то, что в Иерусалиме, когда начали же бить и христиан, Да. буквально на днях. Как была разрушена баптистская церковь. Да, да. И в Иерусалиме уже начали арестовывать христианского священнослужителей. То есть это как анекдот. Сначала они пришли за мусульманами, теперь пришли за христианами, а в следующий раз придут за остальными. Соответственно, мир уже, мы помним, что когда началась специальная военная операция, мир, в принципе, начал делиться на тех частей, которые за консерватизм, за традиционную семью, то эта история наше продолжение. То есть мы знаем, что и христианский мир, и православные, и мусульмане выступают за консервативный мир, правильно? За традиционные ценности, семью. Ну, а идеология Израиля – это либеральная идеология. Она очень чужда и далека от семейных ценностей. Дейр Исхел Исмаил, я хочу тебя поблагодарить за время, что ты нашел сегодня для нас. И мы сегодня попробовали охватить вопрос Палестины, Газа и тех правонарушений прав человека и геноцида, который происходит в Газе. Я напоминаю, это была программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях был Исмаил Делинханов, председатель Общественной палаты Чеченской Республики.